Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Сегодня в программе. Верховный главнокомандующий президент Абхазии Бадра Гунба посетил подразделения, участвующие в оперативно-тактических учениях. В Сухуме при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерств культуры Республики Абхазия прошел фестиваль народного и сценического искусства. Дети из Курской области приехали на отдых в Абхазию. На Сухумском вокзале их встретил министр туризма Астамур Логуа. В Абхазии начались масштабные оперативно-тактические учения. Смотрите эксклюзивные кадры съемочной группы абхазского телевидения. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия. Верховный главнокомандующий президент Абхазии Бадра Гунба посетил подразделения, участвующие в оперативно-тактических учениях. Вертолет, на борту которого также были министр обороны Владимир Ануа, начальник генштаба ВС Владимир Савченко и секретарь Совбеза Рауль Лолуа, приземлился в Ткварчале, а затем смотр продолжился в других районах Учумчирском и Гудаутском. Президент отметил, что учения максимально приближены к реальным боевым условиям. Резервисты Ткварчалского района с раннего утра начали собираться на месте проведения оперативно-тактических учений. Выбор места пал на действующий стадион. Именно здесь приземлится вертолет с президентом страны. Строго в определенное время на землю приземляется вертолет Минобороны Республики. Прибыл главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба.
Что приказ Центральной обороны Пашавского района разделан, готов к учению начальник штаба Центральной обороны, глава администрации. Добро пожаловать, благодарю. Далее Бадра Гунба направился в сторону резервистов, приветствуя всех на своем пути. Среди военнообязанных и ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Президент отметил вклад ветеранов, которые делятся опытом и прививают молодому поколению любовь к родине и чувство долга. Также он пообщался с медиками, которые часто оказываются на самых опасных участках фронта. Спасибо, что вы в строю. И в период войны тоже медики играли ключевую важную роль. Так сложилось, что и мой однофамилец как раз в период войны находился здесь. Для меня люди в белом халате — это очень храбрые, отважные. И люди, которые спасли хотя бы одну жизнь, это для нас герои. Спасибо вам большое, низкий поклон. Президент страны ознакомился с текущей обстановкой, ходом развертывания сил на местности и заслушал доклады о подготовке личного состава, задействованной техники и выполнении поставленных задач учений. Очень важно, чтобы сегодня молодые ребята, новобранцы, имели возможность практиковаться и получать опыт у своих старших коллег. Сегодня очень много здесь я вижу ветеранов Отечественной войны. Среди вас ваши сыновья, представители более молодого поколения, которые должны и призваны служить своему Отечеству, перенимать весь опыт, накопленный у наших ветеранов. Спустя 32 года у нас сохраняются все те же угрозы. Никто не отказался от реваншистских действий. Учитывая вышеизложенное, нам надо быть готовыми к развитию любых сценариев. Во время учений армия становится единым организмом, способным выдержать любую атаку. В эти дни воздух будет пропитан напряжением и предвкушением будущей победы. Как известно, по Абхазии проходят командно-штабные учения. Также в нашем районе, в Парчельском районе, проводит первый мотострелковый Парчельский полк. Мы также будем участвовать во всех учениях родов войск. Также ожидается высадка в Цабали. Вся техника, которая приписана к первому мотострелковому Парчельскому полку, тоже будет участвовать. Такие учения необходимы. Они позволяют координировать различные группы наши, укрепляют боевой дух. Получается, повестку прислали вчера и добровольно сюда сегодня пришел на сборы. Как я думаю, также все здесь. И систематически нужно их проводить, чтобы люди имели никакую боевую подготовку, чтобы хотя бы какие-то первые начальные навыки люди имели, знали, что такое военное дело. Мы каждый год участвуем в учениях, ездим и в Цабал. Поэтому, если понадобится наша помощь, мы всегда готовы защитить свою родину. Фельдшер, медсестра, доктор-реаниматолог в этом году едет. Все необходимое для оказания первой помощи у нас все готово. Мы готовы. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба, продолжая облет мест сбора подразделений, направился в сторону села Кутол. Товарищ главнокомандующий, личный состав первой бригады построено. По списку 1000 человек, оповещено 700 человек, налицо 300 человек, 400 человек ожидаем. Бадра Гунба ознакомился с текущей обстановкой и ходом развертывания сил на местности. Оперативно-тактические учения вооруженных сил Абхазии проходят с 13 по 17 октября на всей территории страны в круглосуточном режиме с широким привлечением резервистов. Далее глава государства на вертолете направился в сторону города Ачамчиры. Здесь уже в назначенное время выстроились резервисты сел Ачамчирского района. Они же уже с завтрашнего дня будут проходить учения в военных полигонах. Иҟоуп амчрақәа изҭахо ара ҿыцла аибашьра хлымӡаах аартра. Аха ҳара ҳазыхиазароуп еиуеиԥшым асценариақәа. Убри инамаданы
Ихаими пысо, чызоко цараква зыско, а командирца рейза казаща. Росейцура. Айбыш ранцуам таспи язайгуна, абасев шаусмем каткун нахгдзот. Резервисты всех сел и городов будут проходить оперативные учения в 3 полигонах страны. Армия будет разделена на западную и восточную части. Нужно подготовить не только личный состав, технику и оружие, но нужно еще и подготовить район предстоящих действий. Это тоже большой пласт такой работы, который стоит перед командованием. Нужно провести рекогносцировку, в деталях определить маршруты. Все это нужно делать скрытно, потому что учение двустороннее, и противоположная сторона использует все силы и средства. Это беспилотные летательные аппараты, диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы вскрыть характер действий бригады. И, конечно, не допустить ее организованное применение вот в современных таких вот условиях. Действительно, только в мирной цели, чтобы мы все собирались, чтобы войны не было. Ну, вокруг мы все видим в мире, что происходит. Ну, вот этого бы не было бы, конечно, чтобы мирное всем, по всему миру, чтобы мир было. Вот это мы и желаем. Это очень хорошее дело, потому что, не дай бог, но в случае какой-то опасности, чтобы слаженность была, чтобы люди могли быть оповещены вовремя, чтобы каждый знал, что будет делать. После города Чамчира главнокомандующий вооруженных сил Абхазии прилетел в город Гудаута, где его также ждали резервисты. Полковник абхазской армии Роман Цукба доложил президенту о численности резервистов и представленной техники. Бадрагунба подчеркнул, что абхазский народ должен быть готов в любое время встать на защиту Родины. Иахьа ҳнапаҩну, иахьа уажәраанӡа ихьчаны иаҳарҭаз ҳҳәынҭқарра аԥеиԥш ацҵароуп. Агәра ганы сыҟоуп, абра игыло, ара иҟам иахьа иақәымшәозгьы, шәара инықәзаалагьы Аԥсны ахьчара шизыхио. Оперативные военные учения будут проходить на территории Абхазии и днем, и ночью. Нала Чхинджерия, Камила Джопуа, Давид Авицба, Рамо Камкия, Давид Хашик, Адам Рычения, Абхазское телевидение. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадрагунба посетил поселок Бзыб, где проходили сборы резервистов Гагарского района. Главнокомандующий ознакомился с ходом развертывания сил, в которых задействованы резервисты, а также заслушал доклады о подготовке личного состава. Было проведено построение подразделений резервистов, после чего командирам даны необходимые указания и поставлены дополнительные задачи. Бзиӡаны ҳазегьы иаҳдыруеит, иахьа уажәраанӡа ижәы-жәы шықәса иҭагӡаны иаҳамаз ашәарҭарақәа џьаргьы имцаӡеит. Ижәдыруеит ақырҭуа аҳәынҭқарра инанагӡо аполитика, убри инамаданы сгәы иаанагоит, иашоуп ҳәагьы иазгәасҭоит ас еиԥш иҟоу арратә ҽазыҟаҵарақәа амҩаԥгара, амҽхак ҩарҭбааны. Ижәдыруеит иахьа ари арратә ҽазыҟаҵара иалахәуп зқьҩыла ҳара ҳрезервистцәа, ҳветеранцәа, повестка ҳаизырҳәо зауз, ашәҟәы зауз, ааԥхьара зауз аҽазыҟаҵара шҟа ахдырра ду ааԥшны рхаладырхәит. Абра рыблала ихеибабо, жәохырла ихеидгыло, уаҵәы анцәа ҟумҵанаха Аԥсны ахьчара иазахҩо зегьы ара иаҳбаратәы иҟоуп, ҳарԥарцәа шырацәоу, дара ирымоу агәыблра абзиабара аҳәынҭқарра шҟа мырӡкәа еихаҳаны ианаҭаххо Аԥсны ахьчара ишазахҩо аҟара. Ас еиԥш иҟоу арратә ҽазыҟаҵарақәа иҵегьы ирыцҳҵоит, хымш иҭагӡаны арҭ арратә ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит, амҽхак нарҭбааны араионқәа зегьы рҟны еиуеиԥшым атактикатә оперативтә зҵаарақәа рҿаԥхьа иқәыргыланы сгәы иаанагоит, усгьы егьыҟалоит, алҵшәа бзиа, ақәҿиара бзиақәа рыманы ишымҩаԥысуа.
К другим новостям. В парламенте Абхазии состоялось заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям под председательством Резу Зантария, где депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов. В работе принял участие министр экономики Республики Абхазия Теймураз Миквабия. Из 5 заявленных вопросов 2 были отложены. Законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства снят с рассмотрения для доработки, а обсуждение о рынке ценных бумаг перенесено на следующее заседание. Депутаты вынесли на голосование 2 взаимосвязанных законопроекта об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в республике и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Однако по итогам обсуждений комитет не рекомендовал утверждение ни одного из рассмотренных законопроектов. Тратить бюджетные деньги налогоплательщиков на ЖКХ – это непозволительно нам. У нас много других социальных проблем, которые мы должны закрыть за счет этих средств. С прочих доходов тратить можно такие средства, но никак не с налогоплательщиков. Исходя из этого, мы принимаем сегодня, рассматриваем тот законопроект, о котором будем выносить на сессию, рассмотреть, чтобы запретить использовать бюджетные средства на затраты на ЖКХ. И второе законодательство для того, чтобы тарифы, те, которые сегодня существуют, по информации, полученной от районных администраций, непосредственно от спецавтохозяйств, они не соответствуют затратам. Причины я вам не могу сказать, это ваша тема. И для этого, исходя из того, что те затраты, и те тарифы, которые сегодня существуют, они являются или заниженными, или приниженными, я не могу назвать. Но прямая задача Министерства экономики, как регулятор цены, государственного регулирования цен, она является вашей обязанностью. И мы хотим их вам передать. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между благотворительным фондом Ашана и медицинским центром Альба-Мед состоялся рабочий визит делегации из Абхазии в ведущую сеть клиник Турции Аджибаде. Благодаря прочному партнерству абхазские специалисты уже во 2-й раз посещают Стамбул для изучения передовых медицинских практик холдинга. Врачи знакомятся с новейшими методиками диагностики и лечения, современным оборудованием и организацией работы в клиниках мирового уровня. Благодаря организации пациенты могут получать комплексное медицинское обслуживание в клиниках Аджибаде. В состав абхазской делегации входят директор фонда Ашана Мактина Джинджолия, руководитель медицинского центра Альба-Мед Альбина Ходжава, главный врач Республиканской детской больницы Инесса Камля, врач-терапевт Оксана Санзава. 8 ноября в Абхазии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Выдвижение кандидатов завершается 19 октября. На сегодняшний день зарегистрировалось 36 инициативных групп. Партия Амцахара представила в избирательную комиссию своих кандидатов. Состоится региональная конференция партии «Единая Абхазия», на которой будет утвержден список кандидатов от партии. В собрании Сухума избирается 19 депутатов в соответствии со статьей 18 Закона о выборах в органы местного самоуправления Республики Абхазия. Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 40 дней до выборов и заканчивается за 20 дней до выборов с 29 сентября по 19 октября. «Единая Абхазия» вступает в избирательную кампанию. Партия выдвинула кандидатов в депутаты на местных выборах. «Единая Абхазия» официально начала подготовку к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся 8 ноября. На расширенном заседании политического совета, прошедшем сегодня, были выдвинуты кандидаты в депутаты по Гагарскому, Сухумскому и Чимчирскому районах. Это заседание стало первым для политсовета после проведения 7-го съезда партии и ознаменовало старт активной фазы местной избирательной кампании. Решение о выдвижении кандидатов было принято в строгом соответствии с уставом партии. Согласно требованию закона Республики Абхазия о политических партиях, на заседании присутствовал представитель местной избирательной комиссии, что обеспечило полную прозрачность и легитимность процедуры. Партия «Единая Абхазия» готовится к активной работе с избирателями в преддверии дня голосования 8 ноября. 4 октября состоялась конференция Ткварчалского районного отделения политической партии Айтайра. Конференцию открыл председатель Ткварчалского отделения Вианор Тортия. На конференции выступил председатель партии Леонид Лагербая. Кандидатами в депутаты Ткварчалского районного собрания выдвинуты Тенгиз Делба, Дмитрий Аршпа, Мац Пипия, Валерий Хашба.
Дети и многодетные семьи из Курской области приехали на отдых в Сухум. Также 50 детей из Белгородской области уже находятся в Пицунде. Это уже вторая группа детей из этих областей. Их встретил министр туризма Абхазии Астамур Логуа. Напомним, что первая группа была в Абхазии в июле. Сам приезд детей из приграничных областей России был согласован с президентом Бадрой Гунба. Данная программа реализовывается через Министерство туризма. Подробности в материале Айлиты Арутюнян. Они с нетерпением ждут момента, когда наконец смогут заселиться, отдохнуть, а потом отправиться на экскурсию, чтобы увидеть красоты нашей республики. Мое пребывание в Абхазии мне очень нравится. Я хочу поехать там на Гагский водопад, пофотографироваться, друзьям видео поснимать, похвастаться немного, так сказать. Ну и еще некоторые места посетить. Мне очень интересно вообще посмотреть на какие-то интересные достопримечательности. В принципе, мне нравится что-то новое просто узнавать. Вот, и хочется такие больше всего экскурсий посетить. Я очень рада, что я в Абхазию приехала. В Сухуми разместилось более 40 человек. Екатерина Каменева, старшая группы, рассказала, что даже находясь в дороге, они уже успели получить приятные впечатления, наслаждаясь красивыми видами из окна. А впереди гостей ждет насыщенная программа. Природа просто замечательная. Мы пока ехали, между прочим, в поезде. Вообще шикарные горы. Спасибо вам, что вы нас пригласили в данное место. Гости проведут в Абхазии 2 недели. За это время они получат массу теплых и хороших воспоминаний о своем приезде. Программа продолжается. Первый этап был реализован в июне месяце. Это все благодаря договоренностям Бадры Зурабовича Гунба и его российских коллег. Это вот такой жест доброй воли, скажем так, от президента Республики Абхазия, от руководства, для того, чтобы в сложное время, в котором сейчас пребывают жители Курской и Белгородской области, мы могли принять многодетные семьи с большим количеством детишек на территории Абхазии. Гостей ждут экскурсии по всем достопримечательным местам, как в Восточной, так и в Западной Абхазии. Рицинский национальный парк, Новоафонская пещера, Сухумский ботанический сад. Те места, которые они посетят по программе. Надо отметить, что я вот и летом об этом говорил, хорошо помню время нашей войны. И в такое же сложное время точно так же наших детей, нас самих принимали во всех регионах России, размещали, поддерживали. Потому это самая настоящая поддержка, плечо, которое мы можем подставить для своих родных людей, для россиян, оказавшихся в сложной ситуации. Напомним, что первая группа была в Абхазии в июле. Сам приезд детей из приграничных областей России был согласован с президентом Бадрой Гунба. Данная программа реализовывается через Министерство туризма. Россия и Абхазия – дружественные страны, которые в трудные моменты помогают и поддерживают друг друга. И такие приезды – очередное тому доказательство. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Более 50 торговых павильонов демонтировали на набережной Диаскура в Сухуме. Городские службы завершают расчистку территории перед стартом первого этапа реконструкции, который начнется уже этой осенью. Строительство ГЭС в высокогорном селе Псху завершится в ближайшее время. Все работы завершатся до конца октября. Проект позволит усилить энергоснабжение села и включает подготовку инфраструктуры для генерации и передачи электроэнергии. Город Гал остается без воды с 11 октября из-за того, что оползень повредил головной водовод. Несколько дней повреждения участок обнаружить не удавалось. Протечка на трубе обнаружилась в поселке Цхирт Кварчалского района. Проводятся ремонтные работы. Вопросам организации скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме посвящалось совещание, которое провел министр здравоохранения Эдуард Будба. Министр подчеркнул, что открытие республиканского сосудистого центра – это важное событие, требующее тщательной подготовки к транспортировке пациентов с ОКС. Необходимо провести детальный анализ потенциальных сложностей, связанных с маршрутизацией пациентов, и разработать эффективные стратегии их преодоления. Важными аспектами являются обеспечение квалификации медицинского персонала, наличие необходимых медикаментов и оснащение служб скорой помощи, сказал министр.
Фестиваль «Танцуй и пой. Моя Россия, моя Абхазия» прошел в Сухуме 12 и 13 октября. Фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Росконцерта, а также Министерства культуры Республики Абхазия. Мероприятие посетил Даур Ковя. На концерте побывала наш корреспондент Аэлита Рутюнян. Фестиваль «Танцуй и пой. Моя Россия, моя Абхазия» является международным этапом 8-го фестиваля народного и сценического искусства «Танцуй и пой. Моя Россия». Сегодня, конечно, здесь особая атмосфера, особое отношение, тем более такой замечательный театр государственный, Абхазия, такая страна прекрасная, что, в общем, конечно, мы волновались, но хозяева нас потрясли. Я была просто потрясена хозяевами и пением, и танцами, и музыкой. Это что-то потрясающее. Артистка осталась под хорошим впечатлением от приезда в Абхазию. Она здесь не впервые. Знаете, я влюблена в Абхазию. Это не я первая и не я последняя. Я 3 года назад была здесь. И как сейчас я посмотрела, просто расцветает Сухум, расцветает Абхазия. Вот. И обязательно следующим летом приеду отдыхать сюда. К участию в фестивале приглашались профессиональные и полупрофессиональные коллективы народного и сценического искусства по направлениям вокал, хоровое пение, танец, инструментал, военно-патриотическая песня. Коллектив, который показал национальные абхазские инструменты. Это потрясающе, это фантастика. Вот редко когда встретишь этот называемый живой звук без микрофонов на авансцене. И мы увидели эти потрясающие инструменты, это великолепное звучание. И когда еще девушки запели, и это, конечно, просто было полное единение. И когда они спели на абхазском, а затем на русском, вот это единое наше пространство культурное России и Абхазии, тому подтверждение. Никто никого не заставлял. Артисты сами вышли и это сделали. Действительно, такое получилось единение двух культур, такой совершенно потрясающий энергетический заряд сегодня произошел, когда объединились и зал, и сцена, были на одном дыхании. В этом году вышли с инициативой наш генеральный продюсер Айдар Шайдуллин для того, с тем, чтобы проводить еще международный этап. И вот сегодня первый международный этап. В первый раз в истории фестиваля прошел международный этап. Даур Ковя отметил, что статус международного фестиваля получил именно в Абхазии. Любое культурное событие, которое происходит, оно всегда имеет очень важную под собой основу. То, что мы сегодня видели на сцене, это не просто гала-концерт. На самом деле это то олицетворение, о котором мы всегда говорим, связанное с дружбой между народами Абхазии и России. На самом деле сегодня мы видели вот это вот многообразие и красоту наших народов. И сам факт того, как реагировал зритель, наверное, это самый главный показатель того, что искусство, которое мы увидели на сцене, оно состоялось. Такого рода мероприятия, они являются именно той цементирующей основой, которая для наших культур, для наших народов является очень важной. Участие в мероприятии принимали 250 артистов и творческих коллективов из России и Абхазии. На сцене помимо профессиональных государственных коллективов выступали и любители. По итогам гала-концерта экспертный совет фестиваля определил победителей международного регионального этапа. 2 коллектива из Абхазии, которые в декабре этого года на гала-концерте выступят вместе с лучшими академическими госколлективами России и звездами сценического искусства в Государственном Кремлевском дворце в Москве. А в числе победителей детский ансамбль «Афортын». Я не ожидал, что мы можем выиграть поездку в Москву, особенно выступление в Кремле. Когда мы получили приглашение, мы начали, естественно, готовиться к этому фестивалю. Детям сказал, что такой фестиваль, вы должны себя проявить на хорошем уровне. И вот мы сегодня приехали, выступили, жюри оценили нас, выбрали, сказали, что мы поедем в Москву. Ну, неожиданно было, дети обрадовались, я сам обрадовался, можно сказать так. Было очень круто, и организация, в общем, в целом, на уровне все организовано, красиво, и сам концерт, в общем, на высшем уровне проведено. Спасибо хочу сказать организаторам. Также фестиваль включает в себя обширную образовательно-просветительскую программу, которая проходит под девизом «Лучшие мастера сцены региональным исполнителям». Всероссийский фестиваль народного и сценического искусства «Танцуй, пой, моя Россия» проводится с 2017 года и на данный момент является крупнейшим фестивалем народно-сценического искусства в стране и единственным, финал которого проходит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Айдар Шайдуллин отметил высокий и достойный уровень подготовки абхазских коллективов. Также он упомянул, что его радует
тенденция к исполнительскому искусству, особенно в области народно-сценического танца. Фестиваль рос, развивался, и мы с коллегами пришли к выводу, что нужно проводить региональные этапы и проводить именно вот эту вот консолидацию в виде некоего конкурсного соревнования между коллективами. Но эти коллективы, зачастую самодеятельные коллективы, полупрофессиональные коллективы, они выходят на одну сцену с профессионалами. И, конечно же, тоже вот этот вот огромный опыт получают, сценический опыт. Мне очень приятно, что сейчас, на сегодняшний день, очень много детских коллективов занимаются народным искусством. Фестиваль восходит к опыту декад национального искусства в СССР, возрождает и переосмысливает его на новом этапе развития. Такие мероприятия – очередное доказательство дружественности между Россией и Абхазией. Аэлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Русдрам наберет актерский курс в Театральном институте имени Бориса Щукина в 2026 году. Театр имени Фазиля Искандера объявляет о наборе целевой группы для обучения в Театральном институте имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в 2026 году. Срок обучения – 4 года, форма обучения – очная, специальность – актерское искусство. Обучение бесплатное. Выпускникам выдается диплом специалиста и присваивается квалификация артист драматического театра и кино. Для абитуриентов обязательно наличие российского гражданства. И в завершении выпуска о погоде. В среду 15 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 9-14, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.